В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Вызвать врача на дом или скорую помощь станет проще. В регионах появится единый номер, на который можно обратиться при заболевании коронавирусом. Когда оживут мамонты, на этот вопрос ответили якутские эксперты во время Дней Арктики и Антарктики в Москве. В столице региона пройдут показы спектаклей русского драмтеатра на большом экране. Россияне при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. В регионах вводится единый номер 122 для этих целей. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в ближайшее время он будет доступен во всей стране. 27 субъектов уже доложили о полной технической и организационной готовности. Также зампред правительства добавил, что время дозвона в больницы в проблемных регионах сократилось в 8 раз, неотвеченных вызовов сократилось в 6 раз. За прошедшие сутки в Якутии зарегистрировали 216 случаев коронавируса, в том числе 48 носителей. Из них в Якутске 113, в Горном районе 9. По 7 заболевших в Алданском и Мирнинском, по 6 в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском и Чурапчинском, в Верхоянском, Нерюнгринском, Нюрбинском и Сунтарском районах обнаружили по 5 случаев. Остальные районы от 1 до 4 заболевших. Таковы данные регионального оперативного штаба. За сутки от COVID-19 скончались 4 человека. В лаборатории региона провели почти 4300 исследований на инфекцию. Республиканскую клиническую инфекционную больницу построят в столице региона. Об этом сообщил глава Якутии во время объезда строящихся объектов здравоохранения. О будущем медицины Якутии Агафья Гоголева. Айсен Николаев совершил объезд по строящимся объектам здравоохранения. Илдархан посетил новое здание кардиологического диспансера, основные работы которого завершатся в конце 2021 года. Строительство данного объекта повлечет повышение качества оказания медицинских услуг в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня мы видим, что объект уже приобретает такие серьезные черты. 15 тысяч квадратных метров практически его площадь. Уже запускается тепло на объект, работы будут проводиться и зимой, и весной. И мы планируем, что основная часть работ по данному объекту к декабрю следующего года будет полностью закончена. Также глава региона сообщил, что будет возведена новая клиническая инфекционная больница. Ее построят в рамках мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В принципе, не предполагался в эти годы, но жизнь вносит свои коррективы, и пандемия ковида об этом очень четко нам заявила. И со следующего года мы в Якутске начнем строительство республиканской клинической инфекционной больницы. У нас, к сожалению, на сегодняшний день специализированной такой больницы нету. И те отделения, которые есть, они все расположены в приспособленных зданиях 60-х, 70-х годов постройки, которые, конечно же, никак не учитывают те требования, которые сегодня есть к таким стационарам, специально предназначенными для лечения людей с инфекционными заболеваниями. Кроме этого, глава региона ознакомился с работой цеха по изготовлению медицинских масок. Когда началась пандемия, резиденты технопарка первыми отозвались вообще на различные продукты, которые помогают. То есть это были первые, помните, визоры сначала делали, потом рециркуляторы различные, то есть которые сейчас цех производства в технопарке, там производим различные рециркуляторы, покупают школы, поликлиники, детские сады. Компания Стандарт 14, да, наш резидент. Мы посчитали бизнес-план, вышли на производителей, упаковали этот проект практически, да, и вот цех запустили. Я думаю, что, как вот Арсений Сергеевич сказал, то есть нашу географическую удаленность все равно именно свое производство надо. Цех изготавливает до 20 тысяч масок в день. Средства индивидуальной защиты уже доставлены в 5 крупных организаций города и в 1 район республики. В дальнейшем планируется производить медицинские маски и для детей. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. Когда живут мамонты? Этот вопрос обсудили во время Дней Арктики и Антарктики в Москве. В формате онлайн якутские специалисты поделились с коллегами своими последними открытиями в области палеонтологии и приоткрыли секреты клонирования мамонтов. О них подробно узнал наш СУБКОР в Москве Максим Кардозов.
Создать парк ледникового периода. Об этой идее мечтают сотни ученых во всем мире. О желании оживить мамонтов, саблезубых тигров и других вымерших животных заговорили еще 10 лет назад, когда стало понятно, что в недрах Якутии в вечной мерзлоте можно найти уникальные образцы сохранившихся тканей. Они не гнили, не разлагались, а вот практически вот в первозданном виде, как они упали там куда-то, там же они замерзли. Когда мы делали аутопсию, например, малоляховского мамонта, то все структуры клеточные, они были очень хорошо сохранены. Но для полноценного клонирования этих клеток пока недостаточно. Необходимы новые образцы, хотя наука не стоит на месте и доказывает, что современные технологии уже могут оживлять организмы, замерзшие тысячи лет назад. Так случилось с образцами, найденными на территории Нижней Колымы. Вот нашим коллегам из подмосковного Пущино удалось прорастить современника мамонта, это смолевку узколистную, возрастом более 32 тысяч лет. И на этом же местонахождении в 2015 году из грунта были обнаружены круглые черви-нематоды возрастом тоже порядка около 32 тысяч лет. После того, как их поместили в питательный субстрат, они продолжили свою жизнедеятельность после долгого анабиоза. Но настоящие чудеса ученые творят не только в лабораториях, но и в экспедициях. Ведь работать приходится в труднодоступных местах. Причем испытания не только найти уникальные материалы, но и вывести их. Например, перевозка останков знаменитого малоляхского мамонта превратилась в приключение. Вот мы с коллегами именно поехали в холодное время года, это получается май-апрель, поехали именно на снегоходах. Нам пришлось на свой страх и риск, пурга в то время как раз начинается, выкопать в мерзлом виде тушу мамонта и уже привезти его. Поиски подходящих для клонирования останков продолжаются. Понятное дело, что из-за коронавируса пришлось отменить летнюю экспедицию 2020. Но ученые надеются, что в следующем году смогут полноценно продолжить свою работу. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Всероссийский день матери сегодня отмечается в стране. Празднику уже более 20 лет. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день принято навещать матерей, дарить символические подарки и собираться всей семьей. В нашей стране главным символом этого праздника стал плюшевый мишка с незабудкой в лапе. В некоторых городах в День матери волонтеры дарят плюшевый символ прохожим на улице, напоминая о важной дате. Кстати, по количеству проданных цветов Международный день матери занимает 4-е место. А в Якутске помочь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решил Совет отцов Саха-политехнического лицея. Они выехали к реке Лени в районе села Хатасы для заготовки льда, чтобы после развести его тем семьям, кто в этом нуждается. Также этим приобщают детей к традиционному занятию. Вместе с Советом отцов и школьниками на заготовку льда выехал Юрий Осипов. Юрий, здравствуй. Ждем подробностей. Да, Василий, здравствуй. Сейчас мы находимся на протоке реки Лены, близ поселка Хатасы. Именно сюда выехали члены Совета отцов Якутского политехнического лицея для заготовки льда. Традиционно лед заготавливают в ноябре, когда лед становится достаточно толстым. Эта инициативная группа собралась, чтобы помочь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это родители, одноклассников, их детей. Сейчас давайте подойдем к председателю Совета отцов политехнического лицея Айсену Савинову и спросим о целях и задачах этой акции. Айсен, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о целях сегодняшнего мероприятия. Здравствуйте. Первым делом мы хотели помочь матерям, одиноким матерям, которые детей нашей школы. И для этой цели в группе WhatsApp собрались и приехали собственно, сегодня. Вообще целью Совета отцов является передать дань традиции нашим детям, особенно в городских реалиях. Они не знают, не сталкиваются с такими явлениями, как, допустим, лед взять, или на охоту съездить, или на рыбалку, традиционная мунха. С этой целью наша организация создана, чтобы показать в реальности, как это происходит. Сам я городской, поэтому на себе знаю, как это на самом деле. Я только недавно в сознательной жизни уже начал охотиться, рыбачить. Собственно,
лед заготавливать на зиму. Вот. Ага. Спасибо большое. С собой инициативная группа привезла и своих детей, чтобы им на собственном примере показать, как добывается лед и насколько это важно. Василий, к этому часу у меня вся информация. На прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, спасибо. Благотворительная акция «Жол Тюгыл ГТ» проходит в Якутске. Организаторы подарили детям и их родителям новогоднее настроение. Их поздравил Дед Мороз на оленях упряжках и раздавал сладкие подарки юным якутянам. Напомним, что 30 декабря по каналу НВК «Саха» в 7-й раз состоится одноименный новогодний проект, где в прямом эфире будут разыграны 10 автомобилей Toyota, 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. В столице пройдут и показы спектаклей Русского драматического театра на большом экране. Впервые в Якутске состоится уникальный проект киноспектакли, организованный кинотеатром «Синема-центр» и театром Пушкина. Спектакли на большом экране стартовали в эту субботу, 28 ноября. Первым спектаклем, который зрители увидели на большом экране, стала известная постановка «Нас обвенчает прилив». Уникальность проекта заключается в том, что зрители смогут насладиться игрой актеров на большом экране и увидеть некоторые сцены артистов вживую. В свою очередь, актеры не менее рады снова встретиться со зрителем, тем более в таком необычном формате. У меня второстепенная роль, но очень интересная, одна из моих любимейших ролей. Спектакль о любви. Мы долгое время, 7 лет мы играли спектакль, потом он был списан, поскольку я уже сказала, что это один из любимейших спектаклей. И сейчас здесь, в данном контексте, прикоснуться вновь к нему, для нас это большая радость. Двое якутских боксеров выиграли свои бои в первый день чемпионата России в Оренбурге. Еще двое проиграли. Так, Борис Сидоров, который является чемпионом Москвы и призером Кубка России, победил со счетом 3-2 в весовой категории до 49 килограммов. Вторую победу в копилку сборной Якутии принес Евгений Мартынов, представляющий город Санкт-Петербург. Отмечается, что два спортсмена проиграли свои бои и выбыли из турнира. Это Аял Степанов в весовой категории до 57 килограммов и Николай Григорьев в весе до 52 килограммов. Для молодого Голикова, конечно, хороший урок. И, может быть, даже... На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями, а мы будем держать вас в курсе событий. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.